Прокуратурасының қоғамдық мүдделерді қорғау басқармасының басқарма прокуроры. Дорогие зрители, мы начинаем пресс-конференцию на тему «Профилактика в сфере наркопреступлений». Хочу напомнить нашим зрителям, что вы можете задавать свои вопросы в прямом эфире нашему спикеру, а также оставляйте на наших аккаунтах соцсети. Құрметті Алихан Дастанұлы, қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Уважаемые участники брифинга, прокуратурой города на постоянной основе проводится работа по профилактике наркоправонарушений. Проблема незаконного оборота наркотических средств остается одной из самых острых угроз безопасности общества. И наши усилия направлены на предотвращение и пресечение этого явления. В текущем году, благодаря совместной работе прокуратуры и ДКНБ, удалось выявить и пресечь деятельность 4 нарколабораторий. Так изъято более 120 килограмм наркотических средств. В настоящее время по этим фактам расследуются уголовные дела по статье 297 Уголовного кодекса. Также мы активно работаем над устранением визуальной рекламы наркотиков. Закрашено более 1500 граффити с рекламой наркотических средств. При координации прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту нанесения граффити, содержащее рекламу наркотических средств. По части 1 статьи 299 прим. 1. Этот случай подчеркивает нашу принципиальность в привлечении к ответственности лиц, способствующих распространению наркотических веществ. Также для организации распространения наркотиков принимаются меры по блокировке телеграм-каналов, которые используются для их сбыта. Так, с начала года прокуратурой приняты меры по блокировке более 300 телеграм-каналов, причастных к распространению запрещенных веществ. Подготовлен профилактический ролик о вреде наркотиков, который размещен в ТРЦ, кинотеатрах, а также растиражирован в родительских, домовых, школьных и социальных сетях. На постоянной основе сотрудниками прокуратуры совместно с представителями акимата полиции и наркологами проводятся лекционные мероприятия в образовательных учреждениях, как с детьми, так и с их родителями. Прокуратура города призывает всех жителей не оставаться равнодушными к этой проблеме. Мы обращаемся ко всем гражданам с просьбой сообщать о всех известных вам фактах, связанных с распространением наркотиков, и совместно бороться с этим. Только объединив усилия, мы сможем защитить наше общество и обеспечить безопасность для наших детей и будущих поколений. Прокуратура города будет и впредь продолжать тесное взаимодействие с правоохранительными органами, общественностью, средствами массовой информации для защиты здоровья и безопасности ваших граждан. Создание безопасного будущего для всех жителей столицы. Благодарю за внимание. Баяндамаңызға рахмет. Құрметті көрермен, біз сұрақ-жауап кезеңіне көшеміз. Біздің желіге бірнеше сұрақ келіп түскен екен, сол сұрақтарды өзіңізге қоюға рұқсат етіңіз. Бірінші сұрақ, первый вопрос. Какая ответственность предусматривается за продажу наркотиков? Согласно части 1 статьи 297 Уголовного кодекса, за продажу наркотических средств предусматривается ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы. Спасибо. Следующий вопрос. Что конкретно могут сделать граждане для оказания помощи в борьбе с распространением наркотиков? Любой гражданин может зафиксировать факт распространения наркотиков, точнее их рекламы, а именно сфотографировать граффити, рекламирующие наркотики, и фото-видеоматериалы с подтверждающими может направить в правоохранительные органы для дальнейшей их блокировки. Рахмет. Кешірім сұрайын. Осымен сұрақ-жауап кезеңі өз мәресіне жетті. Құрметті Алихан Дастанұлы, уақытыңызды бөліп Астана қаласы коммуникациялар қызметінің алаңына келгеніңіз үшін сізге алғыс айтамыз және болашақта қызметіңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермен, бүгінгі брифинг өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Амандықта жүздескенше сау болыңыздар.